Так, ну что, не знаю, это к хорошему или к плохому, но, в общем, в горле пересохло, речную воду, уху, можно так сказать, жиденькую. Там же рыба плавает, значит, это уха. Потихонечку пил. Думаю, дай-ка попью Чайковского, да перекусить уже пора. Все взял. Обед, даже рыбацкий взял. Перекусить, котлеты, яйца, колбасу, хлеб. Все взял. Термос сюда в ящик не влез. Термос в ящик не влез. Я его оставил по ходу избе. Да. А без чая это не рыбалка. Так что пока сильно далеко не отъехали, возвращаемся в избу за термосом. И там перекусим, наверное. Сани отцеплю, чтобы просто не мотылять. В общем, улов у нас не изменился. 5 штучек вот таких вот хрюзов. И все. И столько же, наверное, Васькова отпустил, если не больше. Наверное, даже больше. Достал еще одну удочку с тяжелой мормышкой. Тоже с толстой леской поставил. Думал, сейчас пообедаем пока. В общем, едем в избу. Перекусим что-нибудь. И мы, наверное, уже сюда вниз не поедем. Съездим вверх, наверное. Посмотрим верхние места. По крайней мере, с Иваном Григорьевичем, с Игорем мы там половили. Там хоть рыба была, по крайней мере. Здесь вообще пустота. А завтра будем уже думать и смотреть. Или вниз, или вверх. В зависимости от того, как сегодня после обеда поклюет. Все, собираемся. Обед! Не зря же говорят, все, что не делается, все к лучшему. Если бы не забыл термос, я бы до сих пор рыбачил, а по темноте заготовка дров, это дело благодарное, скажем так. А так, по пути, вон, пока еду, все-таки решил пильнуть. Дрова тяжеленные, береза тяжелая, сырая. Вон, чтобы не думали, что я валю лес, это ветровал. Вот он лежит, вывернула березу. Он на всю длину здесь, на всю зиму хватит, если на снегоходе одной чурки на ночь хватит, 2 максимум. А тут этих чурок, вон, толстенная береза, целый кубометр, наверное. И сверху сушнячок. Но сушнячок пока есть, его пока оставим на черный день. А вот этих 3 чурок нам точно хватит, еще и останется. Так что совмещаем полезное с приятным. В общем, вверху такая же история, что и внизу. Оббуриваю уже 3-е, 4-е место после обеда. Ни одной поклевки. 3 старых места обурил, где ловилось раньше. Ну, даже в этом году. Одно новое, где ловилось раньше. Мертвые кивки, ни одной поклевки. Пипец. Веселая рыбалка сегодня, капец. Не знаю. Я уже не достаю камеру. Смысла нету снимать неподвижный кивок. Это не огонь и не вода, чтобы на него смотреть. Если бы он еще шевелился, другое дело. Мало того, что нет рыбы, она еще и не хочет брать, походу, сегодня. Потому что столько прошли лунок. Лунок больше 100 сегодня, это уж точно я набурил. Конечно, больше. Штук 120, наверное, примерно. И ни одной поклевки. Да. Наконец-то. Наконец-то. Наконец-то, Йенскадан. Блин. Хоть не сошел, и то ладно. Он такой вот кабанчик. Клюнул вообще на мели.
Ударил хорошо. Я уже хотел было уйти, вон проверил 3 лунки. Как бы ни одной поклевки не было. Тут ледобуром бурился. Прямо ножами в землю уперся, блин. Глубина сантиметров 10 получается. И вот он на самой мели, получается, ударил. На мормышку у меня даже нимфа, наверное, не дошла до этого. До земли. Думаю, а ладно, кину, проверю. У меня аж такое облегчение. Еще, наверное, это 3-е место уже, наверное, да. Он такой красавец. Ага. Когда он такой вот. Иди от снега тебя уберу, чтобы всю красоту увидеть. Вот. Вот это уже, понимаю, хариус. Здоровяк, Янскадан. Фу. Ну давай еще повторение. Блин, ножи, наверное, затупил на ледобуре. Электробуром бурю, он тащит вниз. Блин, вроде и уже придерживаю, все равно по земле шарахнул, блин. -то. Где мелкие места лучше, конечно, ручным бурить, где точно не знаешь. Но тут вроде поворотик этот или не этот, они все похожи на реке этой. Снег валит, начала вода с лунок выходить. Скоро все зальет, под снегом будет наледь. Ну, все, один и был. Нет, ну такого красавца, хоть и ради одного я бы бурил, да бурил. По 4 лунки-то, блин. Я уже много не бурю, 4 лунки бурю, проверяю. Вот теперь не знаю даже. Взять ручной, да попробовать ниже пробуриться еще. Когда кто-нибудь клюнет, хоть надежда появляется. А то сколько уже? Часа 4, наверное, ни одной поклевки не видел. Время уже, наверное, около 2. Рыбачить осталось вообще мало времени уже. Я уже подумывал сегодня домой, говорю, что ли уехать. Настроения 0, вообще никакого нет. И все. Ладно. Одно перспективное место. В этом году мы уже здесь половили хариуса. Довольно-таки неплохо. С Иваном Григорьевичем Сигарем. Хариус здесь был немножко. Здесь он, в принципе, есть каждый год. Закину сразу 2 удочки. Вернее, одну закину, вторую буду гулять по лункам. Пробурил 7 лунок. Надеюсь, что-нибудь да повезет. У Ивана Григорьевича тогда был сход, обрыв. Мы того крупного хариуса здесь так потом и не поймали. С мушкой, с мормышкой. Попробуем, может быть, успокоился, может быть, скинул. 7 лунок проверю. Будут поклевки. Пробуримся еще. Нет, так нет. Ветер ураганный мест. Временами вообще задует так, что аж дыхание перехватывает. Так. Пока тихо. Хорошая глубина. Дно тут отличное. Я в камеру смотрел. Хариус проходил. Видно было здесь. Он здесь обитает, живет, гуляет, ходит, кормится. Не знаю, в чем причина. Может быть, перемене погоды, то, что потеплело. Не знаю. Ладно. До первой поклевки.
Ну вот, очередное доказательство бесклёвия. Просто повесился. Повесился за нимфу. Васек. По-любому их там подо льдом, наверное, есть. Просто они даже васьки не хотят ловиться сегодня. Даже васильки. Он даже не ударил, ничего. Я вот так вот начал поднимать, смотрю, висит. Нету никакой активности у рыбы. Вот и причина сегодняшнего бесклёвия. В связи с переменной погоды, наверное. Так что при всем желании мы навряд ли что-нибудь сегодня поймаем. Ну, от нуля ушли, и то хорошо уже. Не будет сегодня ловиться до вечера. Хоть домой езжай, блин. И завтра, наверное, не будет. Мне кажется. Блин. И завтра Ромка работает. Еще ладно. Завтра еще останусь. Послезавтра выеду. Посмотрим. У меня уж спина гудит от бурения, блин. Лунок 200-то точно сегодня уже набурил. Если не больше. И нифига. Нет. Вот один повесился, вот так вот поднимал. Я его засек, получается. И все, никакого повторения. Ладно. Поедем еще на какое-то место. Где не ступала нога человека в этом году. Может, что-нибудь да наколдуем. Так. Новое старое место. Закинул удочку и видел поклевку. Поклевку видел, поклевку. Опа, вот. О, Янцкадан. Янцкадан. Ну, наконец-то. Тоже уже, наверное, 3 места проехал. Так, кидаем сразу. Вторую удочку даже не успел закинуть. Здесь мы с Игорем, с Иваном Григорьевичем половили тогда тоже немножко. Хорошенькие были. Штук 5 вот таких же. Крупнее, наверное, даже еще. Оп, это что было? Ну давай хоть где-нибудь стайку нормальную, штук 10 хотя бы, блин. Сколько можно уже? Целый день бурюсь, блин. Без толку. Так вот обычно. Сейчас вот сколько? 4 или 5 лунок просверлил. Думаю, дай закину удочки. Только поставил и сразу же поклевка была. Парыши еще какие-то дохлые, блин. Замерзли, что ли. Это уже новая удочка у меня со здоровенной мормышкой. И нимфа в виде ручейника. Каракатицы. Что-то похожее вон. На большую мормышку-то редко когда клюет. Но на нимфу бахает. Так что ловись пока, рыбка маловелика. Пойдем вторую удочку закинем. Вторую. По-быстрому вторую. Может, хоть на этом месте харюс есть. Поклюет, дай бог.
Или опять один. Хоть настроение немного поднялось. Радуюсь уже каждой рыбе. Когда не клевый день, так и есть. Царапаешь поодиночке, блин. Все. Все, что ли? Параши дохлый уже. Ладно. Третью удочку поставим. Третью поставить никак. Третья у нас балалаечка. Можно поставить, но потом снег забьется и заедать будет. Вот в прошлый раз здесь хорошего крупного поймал. И здесь где-то аж 4. Так что это место хорошее. Но, видать, тоже не очень-то и богато. Вот один был, сразу ударил и все. Ну, можно за такое дело и Чайковского попить, наверное. Сейчас еще одну луночку вот эту проверю. Ух ты, грязи-то сколько травы. Еще одну луночку проверю. Давай бабах, сделай бабах. Ну давай. Глубина как раз хорезовая. Давай, мой хороший. Тела. Лок. Ну. Не помогает ничего. Ой. Ладно, до первой поклевки пойду Чайковского попью. Поклевка. Долгожданная поклевка. Давай. Ну. Есть же кто-то, есть. На спуске вот берет. Блин, мелкий, наверное. Нормальный. Янцикадан. Ну вот, подошел. Я уже все пробурил. Еще одну лунку. Проверил. Думаю, пойду чай попью. Обратно на место поставил, и была еле заметная поклевка. И потом вы сами дальше все видели. На каждом спуске он бил, но раза 4 почему-то промахнулся. Потом вот уже тяжелую мормышку на дно отпустил, а верхние толще воды вот начал вот так вот играть. И он взял. Четыре раза ударял и промахивался. Ну, не густо, скажем так. Сколько времени прошло после первого? Минут 5, наверное. 10. Больше, наверное, даже. Минут 15, наверное, прошло после первого. Вот один подошел. Вот так вот поставил. И заметил так. Тык. Ну вот. Может быть еще
что-нибудь да повезет. Ну вот, потихоньку улов растет. 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Ну, вот теперь можно и Чайковского попить. Даже можно и перекусить, наверное, что-нибудь. Типа котлетки, яичко. 100 грамм даже что-то не хочу. Вечерком можно будет, а пока что-то... Когда есть компания, весело, а одному что? Одному уже не то пальто. Ладно. Обед, в общем, друзья. Обед еще раз. Или полдник. Как правильно это сказать, не знаю. Вон колбаска есть у меня. Хлебушек. Яичко. И котлетки. И чаек. И печенюшки. Вот такой вот у меня, друзья, шикарный обед сейчас будет. Вот такой вот обед у меня будет. Приятного аппетита. Хоть немножко, на капельку хоть прибавилось настроение. Целый день. Вы сами видели, что было в течение целого дня. Скоро вечера у меня настроение было хоть домой езжай. Ну, теперь уже более-менее. Может быть, это еще не конец. Может быть, пара штук. До 10 может. А, в прошлый раз когда? Сколько было? 9? Ну, до 9 еще одного и нормально. Все. Я уже собираю удочки. Буквально на последней секунде. Вон. Уже обе удочки собрал. Вон. Еще один. Когда все уже собрался. Собрал. На нимфу ударил. Получается, есть. Кто подходит, тот берет. Может, еще есть. Вон сколько стояло. Уже около часа здесь, наверное, нахожусь. И бесполезно. А тут, видать, проходящий был и тюкнул. И стоячего берет, получается. Тряпку забыл сегодня. Ветер так и не думает утихать. Лишь бы на голову ничего не свалилось. Ну все, поехали еще. Одно место, дай бог, успеть обурить. Проверим там. И скоро начнет темнеть уже, наверное. Сёк. Отпускаем другую лунку. Иди. Еще одно новое место. Вот такой вот ровный плес. Пробно сделал 4 лунки. В этом году здесь еще не бурились. Чуть ниже там бурились, немножко половили. О, еще повесился. Еще один лосек. Чуть больше. Ладно, лень тебя таскать. Сюда отпустим. Сейчас поклевки прекратятся, наверное.
отпустили. Отпустили, расшугал. Так все хорошо начиналось. Лень мне было до той лунки сходить, блин. Или двое, и было их. Нет, вроде бы еще клюнул кто-то. Ну, все что ли? Я-то думал, ща начнется. Ага. Началось, блин. В деревне утро. Да. Ну все. На сегодня это крайняя точка. Дальше не поедем. До темноты здесь будем пробовать. Прошлый год в сумерках здесь неплохо половился крупный хариус. В этом году сколько? Штук 7, наверное. Штук 5-то точно поймали. И такой не сильно крупный был. А прошлый год вообще красавцы зачетные. Да, нет. Посижу. Лунок 10 пробурю, наверное, попробую и в избу. Хватит на сегодня. Накатались, набурились вдоволь. 250 минимум лунок. Может даже больше. Я устал, сбился со счету. Сейчас сначала вниз ездили, сколько бурили, потом сюда вверх. Так что бурит хорошо. Только рыбы нет, блин. Ай, жалко. Нет поклевок, нет. Так, все что ли? Ну, пошли буриться дальше. Штук десяток. Давай, ловись, рыбка, ловись. Ловись напоследок. Давай мне трофейного в этом году, настоящего, большого. Трофейных еще не видели в этом году. Че, я просто вам леску, что ли, толстую ставлю, блин? Ладно, подождем. Так, ну что, вот даже и моему железному терпению пришел конец. Не будем дожидаться ночи, не будем ждать темноты. Собираемся и валим в избу. Надоело. Не клевый сегодня день. Тем не менее, вот такой вот скромный улов у нас. Порадовал вот этот кабан мощный. И общая сумма 9 штук. 9 харизов. Нормально. В первую рыбалку на третий день мы тоже поймали 9 штук. Зато следующую с Иваном Григорьевичем пакетик наловили. Так что, если такая же статистика будет, следующая рыбалка должна быть продуктивной. Но у нас еще есть завтра день. Сегодня уже не будем уезжать на ночь глядя. Выйдем завтра на ночь глядя. Завтра еще порыбачим. Куда еще, не знаю. Видно будет. Все, собираемся, едем в избу.
Сейчас вся река опять сырая будет от снега. Выдавит воду опять. Потом надо будет ждать мороза, пока это все замерзнет. Лед будет и тот еще толще. Вон везде вода на перекатах, вон. Сейчас, если мести перестанет, то вот эти места, где я проехал, должны замерзнуть. И будет хорошо. Но если это заметет, то ничего не замерзнет. Ладно, поехали. Вот и приехали. Ну, наконец-то. Время ужина подошло. Я уже успел, пока грелся ужин, уже немножко уснул опять. Нельзя вообще-то ставить сковородку на печку и засыпать. Дурная привычка. Может печка раскалиться и потом пригореть. Ну, как бы нормально. Обоняние работает. Слышу по запаху, уже кашка согрелась у меня. Значит, можно вставать. А так уже лег. Конечно, устал я сегодня. Пробурено столько лунок. Опа. Еда у меня та же, что была и вчера. Я вообще по еде непривередливый. Я могу питаться одной рыбой и картошкой, если бы она была. Но сейчас здесь ни рыбы, ни картошки. Поэтому кушаем плов из утки. Хлеб есть. Есть дичь или рыба. И мне больше не надо никаких там. Есть колбаса у меня, есть сало. Но это оставим на завтра. Потому что перекус на реке все равно надо будет.
Вот. А теперь можно. Днем не брали. Нет, брать-то брал, с собой был. Всегда надо с собой, чтобы он был. Но ни грамма, ни капли. Почему? Потому что, во-первых, вчера, я уже говорил вам, ночью в час проснулся и все, до утра я больше не спал. Получается, я не выспался. Если бы я немножко хотя бы накатил, я бы просто засыпал за лункой. Я и так от такого бешеного клёва кимарил бывало. Начну засыпать, встаю, начинаю буриться. Самое страшное, что ветер не стихает. Я не знаю, слышно, не слышно вам, но просто ураганный ветер, он порывами такой силы. И как бы ветра я не боюсь, но я боюсь, что вокруг избы стоят вот такие вот осины. И вот такая вот береза прямо возле избы, и она наклонилась. То есть, если будет сильной силы ветер, ураган ветер, может эту осину повалить, поломать, что угодно. Если рухнет осина на избу, я думаю, избушка, крыша-то не выдержит. Сруб-то, может, не переломает. Ну, как еще упадет, вот на окно упадет, и может с крыши, из труб до окна. Ну, слышите, да? Просто страшной силы ветер. Ураганный ветер. Ладно, не будем думать о плохом. Будем думать о хорошем, что все будет хорошо. Что погода завтра устаканится. У нас завтра будет супер клев. А если супер клева не будет, собираю все манатки. Мне кажется, я сюда больше в этом сезоне не приеду. Прошлый год мы отсюда уехали 5 марта. Сейчас даже, наверное, не дождаюсь марта. Ну, посмотрим, я ничего не буду загадывать. Может быть, я еще приеду. Может быть, не приеду. Ладно. А у нас скоро праздник 23 февраля. Ролик, конечно, этот выйдет уже в марте. Ну, так как сам праздник 23, возможно, мы на реке не будем, скорее всего. Скорее всего, будем отмечать его дома. Так что заранее всех поздравляю с праздником 23 февраля. И, конечно же, хочу выпить с вами, друзья, за наших ребят, которые сейчас на Украине. И, конечно же, выпить за нашу победу. 2 года уже там идет война. И дай Бог, чтобы она быстрее закончилась. То, что победа будет за нами, никто не сомневается. Я не знаю, почему. Ой, ладно, не будем про политику. Почему так делают? То, что гибнут ребята. Все равно Россия победит. Это ежу понятно. Просто чем дольше это будет продолжаться, тем больше ребят погибнут с той и с другой стороны. Так что хочу поднять наши бокалы за нашу победу. Чем раньше, тем лучше. Будем. До дна. Нам нужна одна победа. Одна для всех, мы за ценой не постоим. Одна для всех, мы за ценой не постоим. Это действительно будет 2-9 мая. Будет 2 праздника Победы у нас.
Вообще-то этих праздников не 2, и не 3, и не 4, а, как говорится, кто только не пытался, если вы историю, конечно, знаете, учили, ту историю, которая есть на самом деле, а не ту, которую придумывают, переписывают историю. Так, это ладно, это понятно. Что у нас по планам? По планам, завтра у нас кровь из носа, надо выезжать. По-любому надо все собраться, выезжать, ехать в Ухту, получать в транспортной компании наши новые сани, поменять сани. Может быть, ремонтом немножко займусь, а заодно поменяю склизы, новые поставлю. Там есть немножко еще, ну, наполовину они стертые. Прошлый год тоже по своей глупости по льду проехался, вроде и снежком посыпал, и все, но немножко поджарились. Ну, посмотрим. Если будет время и будет где, поменяем. А нет, так я думаю, еще сезон доездят, а летом уже отремонтируем. Вот. Ну и надо менять место дислокации. Надо искать новые места для рыбалки. Как мы видим, рыба и в этом году здесь не поднялась. Еле-еле царапаешь, там одного, там двоих. Еще год-два, мне кажется, вообще сюда не стоит будет приезжать, оставить, плюнуть. Что-то, какая-то причина есть. Или где-то завал, или где-то что-то замыло, занесло. Почему рыба перестала сюда подниматься? Или действительно хариуса стало меньше по всей Печоре, из-за этого и здесь меньше. Не знаю. В общем, третий год уже толком. Ну, хотя без улова не приходили. То небольшой, то нормальный. Но это далеко не то, что было даже лет 10 назад. Я же не говорю, что было раньше. Раньше тут вон лесозаготовители на лыжах придут, сделают одну-две лунки и поймают ведро хариуса. А я сегодня сделал. Ну, я так прикидывал, если не 300, то 250 лунок точно есть. 270 где-то так даже. Электробуром, потому что я сначала бурил по 10, 20, по 17 за раз. Потом уже начал, потом, ну, чтобы время не терять, по 5 лунок пробурю, проверю. Снимать смысла не было, если поклевок нет, и проехали. Я сегодня столько мест обурил, что в нижнем течении, что в верхнем, ужас. Вот. Так, ну что у нас? Оставалось вроде бы пару приветов. Пока не забыли, обязательно сейчас это мы сделаем. Пока, мушка. Так, ну что, поехали? Или по маленькой сначала? Давай по маленькой. А то между первой и второй. И говорю, сейчас вот у меня... я пришел, 3 чурки я березовые привез. Замучился их колоть, конечно, но расколол. Сначала по краешкам, потом в середину. Вот этих 3 чурок хватит на 3 ночи. Потом немножко сушняка поколол. Дровами я обеспечен, и еще и запас останется больше, чем было. Это
главное правило всех избушек оставить дров больше, чем ты спалил. То есть ты пришел, прошлогодние мои же дрова лежали, то, что я приготовил, это никого не волнует. Я их спалил, должен оставить больше. Так что у меня в чурках лежит, и расколотые лежат. И даже березу всю расколол, потому что береза толстая, чурки получились длинные. И ну, если кто-то пришел, скажем, без колуна, то навряд ли бы он их мог расколоть, если бы только не пропилить. А у меня топор полуколун получается, и нормально. По краешке все расколол. Вот. Завтра, естественно, вот мусорный пакет. Вот он растет потихонечку. Вон этот мусор сразу же хотел сначала спалить, а потом думаю, а ладно, не буду уже засорять пластиком печку. Все равно вывозить там консервные банки, все такое осталось. Все это вывезем на помойку, сделаем порядок. И хрен его знает. Может, не получится весной приехать, может, никто не приедет сюда. Может, если все будет нормально, если живы будем, приедем мы опять же так на следующий год, возможно, в феврале. И тут опять никого не было за целый год, как в этом году было. Не знаю. Главное, чтобы оставить избушку в нормальном состоянии, с дровами. Все как полагается. Вот. Ладно. Опять заболтались. И мне от стопоря уже хорошо стало все. И сейчас кушаем. И 7 часов 37 минут. Время. Ой, 8 еще нет. До 9 постараюсь не ложиться, чтобы приготовить печку, уже ночлег, и нормально с березкой положу. Если не разгорится, то до утра должно хватить. За бортом у нас температура 5,6 градусов всего. Потеплело. Но ветрище чувствуется, у меня аж вот занавеска, говорю, одеяло аж ходит. Ветер гуляет, ветер огромной силы. Что-то он принесет. Тепло, наверное, принесет. Вот теперь весна же скоро. Так что выпьем за весну, за новое тепло. Чайник зашумел, я думал, едет кто-то. Скоро будет весна, скоро будет весновка, скоро будет лето. А столько планов еще. Съездить туда, съездить сюда. Дай Бог здоровья, чтобы хотя бы половина планов воплотить в жизнь. Что получилось. Получится у меня, значит, получится и ролики. Если получатся ролики, значит, увидите их вы на нашем канале. Все еще. Третью потом махану и все. Хорош. Бессонница меня сегодня мучать точно не будет. Вот такой вот вкусный морс получается с малинового варенья. Да, он не совсем красивый, но, поверьте, очень-очень вкусный. Вон, вторую банку уже открыл. Уходит на раз-два. Так, ну что, поехали. Комментарий этот у нас уже к свежему ролику одиночному походу. Петя Сивцев, Геннадий, Уруй Айхал, привет. 15 лет назад какой навигатор был? Это, кстати, я заметил, не один комментарий был про вопрос с вопросом про навигатор. Я ответил. Точно не помню, у меня 8 или 9, но я посмотрел. Потом, да, этот навигатор мой выпускается, сейчас покажу даже его, с 2006 года.
2006 года. И он... Вот он, мой навигатор. Надеюсь, видно, да? Garmin Venturi CX L-Trex, вот какой-то, вот такой вот навигатор. Он у меня, не знаю, с 2006 года их выпускают, но я его покупал в 2008 году. Вон, 2 батарейки пальчиковые, слот для карты памяти, где здесь загружена карта у меня с кварталками, со всей фигней. Реки, озера, кварталки, все у меня здесь в карте загружено. Потому что родная карта, которая была, там, она была, ну, ни о чем, пустая. Там, но там были зато те деревни, которых уже давным-давно нету. Вот. И вот этот навигатор в свое время стоил огромных денег. Я покупал его в Москве, заказывал через родственников за 10 тысяч рублей. Когда у меня зарплата на то время была всего 8, то есть больше целой месячной зарплаты. Ну, когда я его приобрел, я, ну, разобрался, когда был просто от него в восторге. Да, буквально через год мужики вот у нас покупали, они стали чуть дешевле, они стали чуть лучше. Насчет пробития, этот как бы очень слабо пробивает, если идешь в густом лесу, сигнал теряется, в избушке сигнал теряется, через крышу уже не пробивает, но свои прямые функции он выполняет. Точки можно ставить, 20 треков, там, ну, нормальный навигатор. Для моих вот этих походов незаменимая вещь. Вот я вот прошел, допустим, речку нарисовал раз. Все, я уже знаю, как эта речка идет, путь у меня есть. Я могу срезать, допустим, от точки А до точки Б, скажем, по реке 3 километра, а напрямую 200 метров. Ну, раньше я так и делал, когда на лыжах ходил, чтобы не идти вот долго-долго по речке. Я просто срезал. Отличная вещь. Вот. Ну, Петя Сивцев, привет тебе от меня тоже большое. Я надеюсь, ответил на твой вопрос. Вот постоянная подписчица у нас Валентина Глинчикова тоже привет передает. Посиделки тоже нужны, что мы сейчас и делаем. Эдик Шаталин, привет с Дмитровграда, смотрю всегда лайки. Иван Григорьевичу привет, здоровья вам и всем друзьям на канале. Привет, Эдик. Вот, я вот так вот делаю скрин, чтобы не забыть, потому что записывать у меня просто элементарно нет времени на бумажку, а так скрин сделал, прочитал, убрал и все нормально. Так, и у нас осталось еще одна страница. Так, Мираслин какой-то вот этот аккаунт, тоже к этому ролику одиночному походу комментарий. Чтобы было удобнее крутить, последнее колено с удочки к старой камере привязал. С удочки старой, последнее колено к камере привязал. Ну я понял, с телескопички, наверное, получается. Так-то оно так, но постоянно привязывать, отвязывать, это тоже неудобно, скажем так. Да, если есть сани, кинул сани, как я раньше делал с первой камерой, которую у меня с Алиэкспресса заказывал, без записи она была. Я просто к палке привязал и все, кидаю в сани и с палкой очень удобно было крутить. Но она долго у меня не проработала там, потому что палка леденеет, провода леденеют и был обрыв провода. Огромное спасибо Пашке, Павел Осколков у меня ее отремонтировал. Теперь она у меня в рабочем состоянии, но и так уже борзеть я, конечно, не буду. Вот. Артем Магутов. Геннадий, здравствуйте. Вы спрашивали про контент, посиделки, как к ним относятся ваши подписчики. Являюсь одним из тех, с уверенностью заявляю, что без этого никак нельзя. Ведь это уже стало лучшей традицией вашего канала. Рыбалка рыбалкой, но без общения, посиделок и рыбацкого напитка никак нельзя. Мы ведь русские люди, это у нас в
крови. Спасибо вам за отличные фильмы. Продолжайте в том же духе. Желаю вам здоровья, творческих успехов, ни хвоста, ни чешуи. Привет Ивану Григорьевичу и Роману Геннадьевичу. Большое спасибо за поддержку, Артем. Ну, если честно, иногда все проходит по настроению. Иногда настроение отличное, и вот эти даже посиделки элементарно проходят все на ура. У меня в голове куча историй из предыдущих рыбалок, из прошлых лет прожитой жизни. Все-таки 51 год прожил, есть что вспомнить, как бы это дело настроения. А вот, если честно, сегодня у меня даже вообще никакого желания камеру включать не было. Я устал, не выспался, рыба не ловится, настроения нет никакого. Ну вот, благодаря рыбацкому напитку, благодаря вот этой камере у меня начинается потихоньку вот это оживать. Оживать я начинаю. Продолжать много не будем, потому что завтра не выезжать. Но еще стопочку с удовольствием с вами сейчас махану. Ну а рассказать, посмотрим, может быть что-нибудь вспомню, расскажу. Вот. Сергей Башко. Давний друг канала, уже, если я начинаю читать вот так: привет с Донбасса, я думаю, всем уже ясно, откуда Серега у нас родом. И что выпало на долю Сереги, это, опять же, не будем затрагивать, это все очень печально, у него нет дома. Он родом с Авдеевки. Авдеевка буквально на днях перешла, судя по новостям, наши в Авдеевке, наши взяли Авдеевку, и дай бог, что они там и останутся, что больше они не оставят этот город. Дай бог, наши отстроят его, и он будет лучше даже, чем был. И Серега сможет вернуться к себе домой. Вот. Привет с Донбасса. Не знаю, выйдет еще ролик или нет, но хочу всех поздравить 14 февраля исконно православным праздником, Днем Святого Трифона, покровителя охотников и рыбаков. С праздником всех причастных поздравляю. Улова крупного желаю, пусть дичь стремится под прицел, быть добытчиком, вот наш удел. Желаю удачной рыбалки, охоты, пускай будут рыбы полные воды, пусть прочь не сбегает лесное зверье. Желаю, чтоб хобби приносило свои... пусть не подведет спусковое ружье, пропустил. Желаю, чтоб хобби приносило свои плоды, на рыбалке было клево, а на охоте безопасно. Побольше энергии и здоровья для активного отдыха. Всем от души с Донбасса. Серега каждому комментарию подходит творчески. Это у него в рифму, это у него стишок или анекдот, или целая песня. Вон комментарий на всю страницу. Примечание ПС. Мне очень интересна эта тема. Надеюсь, и мой привет долетит до подписчиков канала. Конечно, Серега долетит. Сейчас я дверь открою, что-то уже стало жарко. Печка разогрелась. Ох, углей полная печка. Березу кидать еще рано. Сейчас подождем, когда угли ровным слоем, не толще 5-7 сантиметров, лягут по дну. И я вот эту сырую живую березу просто... Две четвертинки получаются такой чурки. Если, допустим, такая чурка, то пополам. Ложить на уголь, и получается как нодья. По центру огонек идет, и такой горелки хватает 5, 6, а то и 7 часов, если удачно все выйдет. Главное, чтобы не раньше, чтобы оно не разгорелось, и не позже, чтобы оно не потухло. Надо найти золотую середину, и комфортная температура в избушке обеспечена. Так, вот. Такой вот комментарий от моего друга. Конечно же, привет твой, Серега, долетел до подписчиков канала. 14 февраля не получилось. На неделю позже получается.
опять же, огромное спасибо Владимиру Валентиновичу М. за денежный перевод. Каждый месяц он мне перечисляет маленькую зарплату. Ну, не маленькая, нормальная. Нормальные переводы. Не буду говорить сколько, ну, сумма хорошая. По крайней мере, хватит на 2 поездки точно, по большому счету. На топливо, на продукты и все такое. Вот. Огромное тебе спасибо за поддержку. Ну и, пожалуй, все на сегодня. Свежих новостей у нас больше нет. Сейчас ролики у нас выходят что на Дзене, что на Ютубе через день. Огромное количество, наверное, комментариев, которых я не могу сейчас пока ни прочитать, ни ответить. Буду дома, обязательно каждый комментарий я прочту. На каждый комментарий, если есть вопросы или что-то такое, я обязательно отвечу. Тоже уходит много времени на это, но я не считаюсь со временем, потому что общение с вами на канале это святое получается. Это мне тоже многие пишут, а вот зачем ты отвечаешь на каждый комментарий, поставил лайк, и видно, что я комментарий прочитал. Ну, где-то да, где-то я начал лениться, ставлю просто лайк. Ну, сердечко, то, что я прочитал. Нормальный комментарий. Если на тупой комментарий я просто игнорирую и не отвечаю. Если там просто он тупой. А если начинает кто-то мне грубить, оскорблять, естественно, я блокирую этого пользователя и прощаемся, получается. Нам такие люди на канале не нужны. Все можно написать без грубости. Многие не согласны. У многих своя точка зрения, но умейте вести себя адекватно. Грубить нечего. Можно выразиться без грубости. Я такие комментарии оставляю. Да, я не ставлю, что мне он нравится. Да, он мне не нравится. Но он у меня остается на канале. Если он нет матов, нет грубости и все такое. Остальное, конечно же, все удаляем. Вот. Это коротко о канале. Есть немного отснятого видеоматериала. Может, вы уже заметили то, что я даже ссылочку вставляю. Кому-то, если интересно, посмотреть, чем мы занимались здесь с друзьями, там пели песни, веселились, квасили, матерились, ругались. Можно посмотреть отрывки на телеграм-канале. Я короткими отрывками это все выложено на телеграм-канале, только заранее предупреждаю, там будут маты, там будет употребление рыбацкого, там мы не очень красиво выглядим, получается, возможно, для кого-то. Пользуясь, сразу предупреждаю, смотрите телеграм-канал Хоми Рыбак без детей, без несовершеннолетних, потому что, как говорится, ничего хорошего там нет. Но, тем не менее, это наша жизнь, и мы стараемся показать такую, какая она есть. Без всяких там притворств, без показухи, без сокрытия чего-то. Да, на ютубе нельзя, на Дзене нельзя такое показать, на телеграм-канале, я думаю, показать такое можно. Ничего я не скрываю, я не святой. Я такой же, как многие наши зрители нашего канала, как многие наши... Прохладно слишком стало. Есть, конечно, там ЗОЖи, там, которые маньячеллы, там, здоровый образ жизни. Ради бога, я не против, я только за. Занимайтесь спортом, вы спортики, вы качаетесь, вы не употребляйте. Ради бога. Вас же никто не трогает. Вот и вы живите своей жизнью. Мы живем так, как нравится нам. Понимаете? И слава богу, мы тоже не дохляки,
хотя и можем употребить, и расслабиться, и песенки спеть. Что видите вы, кроме своих спортзалов, кроме своих препаратов, благодаря которым вы набиваете себе мускулы, и полезно ли это для здоровья? Я думаю, вот это не намного вреднее, чем вот то, что вы жрете химию вот это, чтобы накачать бицепсы. Так что оставайтесь при своем мнении и делайте свои каналы. Ну, не надо грубости, а то там, ладно, не будем то, что пишут. Не всегда успеваю удалять эти комментарии. Где грубость, я сказал, где грубость и пошлятина, я удаляю эти комментарии сразу. И также и того человека, который написал это. Но бывает, пока я в лесу, многие читают эти комментарии, которых YouTube сам не успел заблокировать. И это не очень красиво, скажем так. Вот, так что каждый живет той жизнью, которая ему нравится. Через силу никто никого не заставляет ничего делать. Я живу так, мне нравится. Так, как мне нравится. Которые... А я думаю, знаете, наверное, все-таки пишут те, которые раньше синячили безбожно, не контролируя, которые не могут контролировать употребление. Потом закодировались, они злые на все, и потом вот появляются такие комментарии. Потому что человек, который с детства не употребляет и ведет здоровый образ жизни, он такое не напишет. Это пишут от зависти или, не знаю, от бешенства, то, что они сейчас не могут по кодировке или еще что-то посидеть нормально с людьми, пообщаться в избушке, махануть, песенки попеть. Почему бы нет? Почему нет? Это наша жизнь. Наша жизнь дана один раз. И мы должны ее прожить так, чтобы не было обидно и больно за бесцельно прожитые годы. Мы живем интересно, мы живем счастливой жизнью, а не где-то в своей скорлупе там. Все, ладно, заболтались. За нашу жизнь, за наше здоровье, дай Бог здоровья каждому, дай Бог иметь голову на плечах, дай Бог здраво мыслить. И еще раз повторюсь, за нашу победу. Будем. Ну вот, пожалуй, на сегодня и все. Вечерний тарарам закончен. Всем спасибо за внимание, всем пока. До завтра. Не знаю завтра на что получится, но что получится, то и заснимем. Камера на зарядку. Пока не уснул, попробую смонтировать еще один ролик. Он конвектор выдает с аккумулятора Титанат с 12 вольт. Не конвектор, инвертор. Выдает 220. Через него включаю вот зарядку, вот ноутбук к этому инвертору. Поступает 220 мне к ноутбуку. Преобразователь опять скидывает до 24 или сколько там вольт ему надо. Вот так вот вышли из положения. Но этим самым я экономлю драгоценное время. То есть здесь в избушке его много, вечерами бывает. Дома этого времени у меня ни на что не хватает. Вон, в прошлый раз я вот эти две пайки смонтировал, а неделю пришлось торчать дома. Сейчас, надеюсь, хоть немного времени сэкономим. Все. Ну, вроде все сказал, что хотел. Что забыл, скажу завтра. Все, до свидания. Пока.